пришло время пересмотреть взаимоотношения центра с республиками. Bu исторический түген. Бұл қаллантан түспейделі ол батағаты. Вертикаль власти было абсолютно четкое, подчинение центральной. Мы, депутаты Верховного Совета 12-го созыва, никого и ничего не боялись. Вы возьмите ту долю власти, которую сами можете проглотить. Если рассказывать историю принятия декларации о государственном суверенитете 27 сентября 1990 года, то с чего вы бы начали рассказывать эту историю? Я был избран председателем Верховного Совета, сперва Президиума, а потом Верховного Совета в целом-то, в довольно зрелом возрасте. Так. Мне было уже за 50 лет. Поэтому забота людей, их чаяние мне было знакомо хорошо. Поэтому мы своими друзьями, единомышленниками, так сказать, командой, четко понимали, что мы хотим. Это без пафосных слов. Мы перед собой поставили 3 единые задачи. Это первое – повысить политический статус республики. Второе – республика должна иметь собственность. И третье – на основе первых и вторых мы должны поднять качество жизни людей. Вот это четко мы понимали это. На реке Вилюй стоит село Сунтар, одно из наиболее пострадавших поселений от выброса отходов алмазодобывающей промышленности. Причем сунтарцы, как и другие якутяне, практически не имели отдачи от добычи драгоценного минерала. Ситуация изменилась после того, как республика Саха приняла суверенитет. Теперь Северный край получил доступ и может сам распоряжаться своими природными богатствами. Это текст Декларации о государственном суверенитете Якутской Саха Советской Социалистической Республики. На языке Саха и на русском языке буквально через несколько часов был отпечатан этот текст после завершения заседания сессии Верховного Совета, который подавляющим большинством голосов принял эту декларацию. Это настольная книга моя. Ну, история принятия Декларации о государственном суверенитете Республики Саха-Якутия, оно имеет корни куда глубже, чем даже начало распада Советского Союза. Бастыгыттан сон нурок усайдан бу туак бу биһиген нурок бу сахалар аллакадак туак бут политиктар бут оны философтар бут кас ки огоньор боллун аксим боллун огодо боллун ки дакына политиканы ажакай билелер канда багарат тыгыригер токарти дакына хеп ол ен боллагана урукуттан клора рахтагала Россия сагаттан биги бебитин салайынарга ажакай элбакты турусу бутомукпут урукуттугар эти сапорон сарана боллун Mahar Bajeka Pollun, Sehen Adjeka Pollun, Vasily Vasilyevich Kolimnir, Nikiforov Kolimnir Pollun. Bu hakariger beyni salayыныга элбаги турусу буттара. Я бы даже начал со Степной Думы. Это попытка была
выражение, значит, самосознания, во-первых, естественно, народа Саха в те годы, далекие годы. И до сего времени мы, значит, очень с большим уважением вспоминаем вот этот период развития нашей родной республики. Если мы говорим о развитии государственности, вот в 2022 году у нас будет столетие Якутской АСР. И мы говорим о тех людях, которые стояли у истоков Якутской республики, как Максим Кирович Амосов, Платон Алексеевич Аюнский, Сидор Сидорович Барахов, Степан Аржаков. Вот. И отцами Второй республики являются Михаил Ефимович Николаев, Климент Егорович Иванов, который был председателем Совета Министров, председателем Верховного Совета, и Дмитрий Николаевич Миронов, который является первым председателем Конституционного суда республики. То есть те люди, которые создавали триумвират реальной власти: законодательной, исполнительной и судебной. Вообще, в общественном плане, конечно, если рассказывать, вспомнить те годы, начать издалека даже, да, с 70-х годов, наверное. Вообще вот так называемый застой, сейчас многие ностальгируют по этому периоду, вот стабильность была, люди другие были, но в то время это, особенно молодежью, так не воспринималось, вот эта стабильность, скажем, или по нынешнему застой, он очень сильно вот влиял на молодежь в отрицательном плане, да, так. Не хотелось молодежи, активным людям вот как-то по накатанной дороге жизнь свою устраивать, когда все было известно, вот ты закончил учебу, куда-то тебя назначили, и вот ты там до пенсии работаешь, да. Как-то вот требование перемен, вот как-то вообще необходимость перемен в общественной жизни, она как будто висела даже в воздухе, можно сказать. Ну, вертикаль власти была абсолютно четкая, подчинение центральное. Причем это было строго плановое хозяйство, практически планировалось, как раньше говорили, вплоть до гвоздей. И в итоге регионы практически не могли сами что-либо определить. Ну, например, Якутия, хотя там алмаз добывают, уголь добывают, уровень жизни мы занимали, входили в десятку последних, низкий уровень жизни. Несмотря на то, что у нас добывались и алмазы, сейчас это можно говорить открыто, в то время это были засекреченные данные, пик добычи алмазов был, значит, на уровне 42-43 миллионов карат. Вот за 30 последующих лет мы пока не смогли такого уровня достичь. Золото добывали 36-38 тонн в год. Ну и прочее там, значит, серебро сотнями тонн. Но вот так была устроена налоговая система в те годы, что нам, в Якутии, ничего с этого не доставало. Постановлением Совета труда и обороны Алдан золото было включено в списки общесоюзных предприятий и передано в непосредственное управление ВСНХ СССР. А мы получали налоги только со своих предприятий. Это что? Значит, это райпромкомбинаты у нас в нашем ведении были, так? Ну, сельское хозяйство, которое в наших условиях неприбыльное, так? Ну и, значит, некоторая часть социальной сферы. Вот вся, как говорится, налоговая база. Но в то же время, значит, социальная сфера, социальные объекты были на таком уровне. Ну, мы много вот с Михаилом Ефимовичем в те годы ездили, значит, по республике, и вот больницы на подпорках стоявшие, школы с проваливающимися полами. Вот это была реальность. Естественно, мы, значит, не понимали, как это может быть с богатыми природными ресурсами и вот с такой плохой, мягко выражаясь, социальной базой. Вот к концу, повторяю, 80-х годов у нас накопился некий такой критический материал, критический объем, точнее сказать, материала, когда
значит, мы уже не могли, значит, голосовать бессловно, значит, кивать головами, а начали формулировать свои конкретные предложения. Я хочу подчеркнуть, это еще до 90-го года. Эдер коммунистен кахкөлели хидертим кеспеддиннен онно бартын агастык кепсетер агастык сурьер кем келбитинен бастыкы улахан айданнах статьялары тартабыпты. Ол көрдүк Иван Игнатьевич Николаевтын репрессия сылларыгар бу саха интеллигенциятын жоннорун кайдак сурдамынан эрейдерин тугунан аркып документтер буламыт. История үрік бәрінелерін амбастан нұрыққа тағарбыппыт. Ете лұқан резонансыл бұта, лұқан әлбәқ кеге сәңеретін. Сүйінен сұрық, биді статья тағысанан сүйінен сұрық кәлерді. Өссө хүрген дейін, бұл күншік тағаныманы сүрді ақты бол бұты біт дейін. Осыйынан хевеске сүйі ұрық көттігерінар кергетен, топсаран, кепсир болақтарына ол кемге Советский Союз итағастырын, бағастарын кепсир кем келбіде. Онна итинте сылтан әлбәқ көрсүйілерін орыр бол бұттыра. Онны көрсүйілерге ити народный хөрячылар бұд Далан Василий Семенович Яковлев, Болот Батур, онны хөрячы Иван Егорович Педосеев, Досо, ученый Михаил Спиридонович Иванов Далан, Багдарын сүлбе, бәлері қайылы хыджыбыттарын кәпсил бол бұттары. Георгий Иванович Борисов, оннаттан бұл бейгі әдір журналистер қорсынық сағалаты кеткен дәлбе қайғылара, өйебіл болалара, онна бұжағы егіттен тәптәммет бейгі ұрық жоңғын ұрыққа кәпсәбәкі кестегі жепұтын білген кәпсек бұтын бағарды бұтты өттірі. Оннаттан кырдыганы кепсән келе бар биттәре. Ол кемге наһа өрө көтөгүлү бол бута. Театрдар эме бу амбастан үсака төрүгәрдән уйнускай эрилләһи бутан лампа ден спектакль такыбыта. В августе 85-го афиши Якутского театра впервые появились на улицах Москвы. У Якутского театра получилось все. Прекрасное и оформление, и музыка, и режиссура. Сох от кычыгарган, сох убаймылгун, сох агам эмраин, ыйытын канналарын мегиттен, утакпын каннарекпын урут, ута калың, ута. Ну, прежде всего, наверное, Саха-театр сыграл такую роль, скажем так, духовного ориентира в годы суверенитета республики, в эти годы. Поскольку, вот представьте себе, что в 1983 году еще не было дыхания распада Советского Союза, не было еще объявлен суверенитет по республикам, но уже Саха-театр уже ставит спектакль «Мной оставленные песни» о судьбе великого сына якутского народа Платона Алексеевича Юнского. Дальше про Максима Мосова, дальше, значит, про Лампу Сафронова, дальше, значит, про выдающихся деятелей политических и духовных лидеров, так? Про репрессии, про, значит, о трагических судьбах этих людей, которые верили в идеал революции, они верили в то, что идеям коммунизма, идеям коммунистического, они верили в это. Но так распорядилась как бы история, тем более тоталитарный режим и тем более репрессивная машина государства, оно так сделало, что эти люди попали под колесо вот репрессий. Это другая история. И поэтому, и оно, конечно же, как бы исподволь сыграло на то, что народ, население, общественность приняло идею суверенитета.
оно приняло. Те люди, которые видели спектакль, они, конечно же, история-то открылась совсем с другой стороны. Вот. Но ни в коем случае это не давало даже мыслях и поводов о каких-то сепаратистских каких-то настроениях. Вот. Я думаю, что эти корни, обвинения интеллигенции в национализме и так далее, они имеют корни от тоталитарного и от репрессивного истории России. Поскольку лучшие сыны народа Саха, одним из главных обвинений это обвинение в национализме. Вплоть до абсурда какого-то, японской ориентации и так далее, и так далее. Вот оттуда имеет корни. И никогда в якутской интеллигенции, в истории якутской культуры, якутская интеллигенция никогда не имела такие осмысленные, опорные идеи национализма. Когда первый раз я шел на прием президента Советского Союза, генеральному секретарю Михаилу Сергеевичу Горбачеву, у меня два вопроса было. Первое, чтобы он отменил постановление ЦК ВКПБ 28 года, где национальная интеллигенция была отмечена как националистически настроенная. Вы, молодежь, возможно, не знаете, насколько это пагубно было, насколько это тяжелым грузом легло нескольким поколениям якутской интеллигенции. Не только мы знали об этом, а вся страна, поскольку в сборниках ЦК ВКПБ по национальному вопросу это постановление до 90-х годов было. До 90-х годов. Вот, чтоб как несправедливо принято, что было отменено. И вы уже помните, наверное, 87-го года, вот, обыкновенная драка молодежи в Якутске. 86-й. А? 86-й. Студенческий волны. Да, в 86-м году, 1986 году была отметить как националистическая тоже. Вот. Я просил и убеждал его, что ее надо отменить. Нельзя целые народы, его интеллигенции обвинять в национализме. Вот. Тогда он сказал, материалы оставьте, в будущем будете держать связь тоже с секретарем ЦК, который занимался реабилитацией, вот, Яковлевым. Но пока судили-рядили, постановление секретариата было отменено при уже бытность ЦК. А это второе постановление не было, поскольку упразднили партию. Потом с этим вопросом я обращался к Борису Николаевичу, президенту. Благо, эта комиссия осталась, и председатель остался Яковлев, так. И мы года два работали с ним плотно. И в 96-м году все же было отменено, осуждено это постановление. Поэтому я не кривя душой, могу сказать, что эти партийные документы были отменены с моим участием. Это совершенно несправедливо. Не надо разжигать труп! Не надо разжигать так! Какие это выборы это сделано? Разве это выборы это сделано? Разве это выборы? Прекрати, труп! Прекрати нахер! Вы просто убили Путова! Товарищи!
народ за 400 лет добровольно живет мирно. За 400 лет мы ясак платили, и до сих пор платим алмазы. Даже в Якутске ни одной якутской школы нет. Говорят, вторая школа это Якутска, а там несколько классов по Якутску. Вот. Хорошо, да? Хорошо вы? Вот так. Перестройка, вот в СССР началась перестройка в 1985 году, которую начал Михаил Сергеевич Горбачев. Лозунги такие были: перестройка, гласность, демократия. В этот период, вот, можно сказать, вдохновленный или взбудораженный, я написал на имя Михаила Сергеевича Горбачева, генерального секретаря ЦК КПСС, письмо вот как раз о том, что вот у нас статус республики уже не подходит, из-за этого у нас в социально-экономическом развитии происходит отставание, город наш деревянный. Вот уже тогда наш театр стал очень известен, Тбилиси, там вот Андрея Савича Борисова. Наш вот очень талантливый, уже знаменитый театр даже не имеет своего здания. Вот. Там много чего примера. В городе Якутске якутских школ всего 2, и не хватает вот, для обучения ни садов, ни якутских школ. Типа, и в то же время вот мы в Сахафильме здании сидим, да, якутских фильмов не снимается, вот в союзных республиках везде есть свои как называется, да, киностудия, вот как в Москву приедешь, там, как мы на собаках, на оленях ездим, спрашивают, да вот это как-то всегда задевало, да, как бы, ну, до сих пор же это стереотипы такие, они живучие, а вот молодых людей это очень задевало, меня, например, да, и как раз вот мой ровесник, коллега и друг, поэт известный Сафрон Осипов, он остался за редактора «Молодежи Якутии», и подходит, говорит: давай это, Владислав, напиши вот статью, вот то-то, то-то, ты же вот писал, давай на основании этого ты напиши, мы опубликуем, давай. Ну, я типа быстренько сделал газетный вариант вот этого письма и опубликовали. Статья имела резонанс, надо сказать. Ну, понимаете, вот я вам приведу для начала пример. В конце 80-х годов пенсии в сельских районах, туда улусов еще не было, мы еще до этого не дожили, районы. Пенсия в сельских районах была в 2-3 раза ниже, чем в промышленных районах. Это факт. Вот в архиве статданные поднимите, точно. Зарплата. Ну, вообще никакое сравнение, значит, скотника. У меня мама, доярка, он в Малой Мархе, под Якутском всю жизнь проработала. 14 коров у нее в группе было. Она вообще без зарплаты сидела. Вот это была реальность. Поэтому в промышленных районах, особенно руководители районов, руководители крупных там, алмазных, золотодобывающих объединений, они восторга не проявили. Они так нам говорили: ага, вы принимаете документ в пользу коренного населения, а мы боимся, что вы нас ущемите. Я говорю: нет, ребята, мы восстанавливаем справедливость. Но мы никогда ни перед кем и перед собой не ставили такую задачу – ущемить какую-то группу, значит, наших жителей. Ну, были ярые противники в Москве. Это, как говорится, как водится. Там, значит, это все, это сепаратисты, это вот как заклание какое-то, вот это вот НКВД 30-х годов вот прилепило, значит, термин вот этот сепаратист к нашим якутам, понимаете, которые кто-то был осужден на много лет, кто-то расстрелян. И вот этот, значит, и современные, к сожалению, нет так нет, политики и политологи московские повторяют это, понимаете. Вот, а в 90-м году это сплошь и рядом нас обвиняли. Это же совершенно безосновательное утверждение. Но мы везде всегда говорили, что мы всегда в составе были и есть
и будем в составе России, в составе Российской Федерации. И я помню выступление Михаила Ефимовича значит, на сессии Верховного Совета РСФСР, когда он впервые заговорил о необходимости повышения статуса автономной республики. Потому что мы были неким таким сырьевым придатком. В основном вот Совет Министров, Верховный Совет командовал, будем говорить, коммунально-бытовым хозяйством, не более того. Остальное было все в видении союзных министерств и ведомств. Да? Якуталмаз, Якутзолото, все это было на союзном финансировании. И, естественно, все, что добывалось, оно все уходило в союзную казну. И мы были глубоко дотационным регионом. И Михаил Ефимович говорил о необходимости того, что республики сами должны вырабатывать определенные позиции для того, чтобы был полновесный бюджет, чтобы мы могли участвовать в распределении доходной части, что мы должны участвовать в новой ситуации, когда мы постепенно из плановой экономики должны двигаться в сторону рыночной. И это, конечно, было такое революционное выступление на сессии Верховного Совета РСФСР. Оно было таким достаточно резонансным. Слово Николаеву Михаилу Ефимовичу, председателю Верховного Совета Якутии. Уважаемый Борис Николаевич, уважаемые народные депутаты, сегодня, если Центр уважительно не будет относиться к своим республикам, автономным образованиям и территориям и будет пытаться, можно сказать, и сегодня пытается решать из Москвы, то ничего из этого не получится. Пришло время пересмотреть взаимоотношения Центра с республиками, входящими в состав Российской Федерации. Создать такой механизм, который позволит им самим решать возрождение своей нации. У нас же эта проблема решается на словах, а на деле наши северные территории остаются глубоко бесправными, ждущие милости от Центра. По самым скромным подсчетам, наша республика, производящая продукции на 4 миллиарда долларов валюты, не может, вернее, не имеет права создавать своему народу условия для нормальной жизни на селе. Я тогда во всеуслышание страны сказал, что мы отказываемся добровольно от права автономии. Потому что автономия – это местное самоуправление. Она никак не сочетается понятием, смыслом слова «республика». Республика – это форма государства. Вот это первое заявление было. Второе заявление было, мы объявляем собственностью все то, что расположено на территории республики. А вам не было страшно выступать с таким заявлением? Конечно. Конечно. Но все остальное мы пережили, знали, к чему будем вести. И третье, на основе этого мы будем развивать образование, здравоохранение, возрождать культуру своего народа. После этого началась практическая работа. Наши экономисты доказывали, что республика, если приобретет собственность, если налоговая система изменится, то вполне самофинансирование республикой может быть. Предложили мне госкомитетовскую тему по межотраслевому балансу. Вот мы начали работать, но опыта не было. Значит, уже межотраслевые балансы делали в Латвии, Белоруссии, Украине, Казахстане. И разработали 3 баланса. Впервые на цифрах фактических стат управления мы смогли рассчитать, какой валовый продукт Якутии. Дальше, какой национальный доход произведенный.
использованный, потребленный. Далее и распределение этого национального дохода, связанное уже с уровнем жизни населения. И сделали какой вывод? Якутия производила валового продукта наравне с союзными многими республиками. Теперь национальный доход потребленный у нас оказался минимальный, то есть где-то 4-5%. Только оставались на месте все 96%, 94% уходило в союзный бюджет. И там перераспределялось по всему Союзу. То есть это даже не в России, в Российской Федерации, а по союзной распределялось. И поэтому нам вот то, что освоение промышленности финансировалось, это оттуда капиталовложения мы получали. А уровень жизни, вот мы входили в десятку самых отсталых регионов России. Никто не ожидал. И при том, когда я сделала этот расчет, я сдала свой научный расчет управления Якутии. Официально цифры все их не были. Дальше я поехала в Москву, зарегистрировала я в Комитете статистики Российской Федерации. То есть итоги моей работы практически сравнивались с справочником статистическим. Никто не мог мне сказать о том, что я придумала, что умела методика другая и так далее. То есть мы доказали в том, что регион, который имеет огромный валовый продукт и производит национальный доход, живет в таком уровне жизни, ну, непонятное было, и республика не может быть дотационным. Мы были донорами, все время мы были донорами, но распределение национального дохода привело вот к такому порядку. Это сказочно богатой северной земли. В недрах этих земель советские геологи обнаружили огромные запасы богатств. Уголь, почти 7 триллионов тонн. Вот запасы угля в Восточной Сибири. Железная руда, 12 миллиардов тонн. Золото, десятки тысяч квадратных километров исчисляются золотоносные площади. Алмазы, нефть и природный газ, слюда, полиметаллы, графит, гигантские ресурсы гидроэлектроэнергии, неисчерпаемые запасы древесины, чего только нет здесь. Поистине земля сокровищ. Дейтикемге Верховный вет Брестеттен хаңаталылы уруттағаны белемнәк республикатын тоғырылықанны кәппетті әулерге үлелән тереппі қорыппы кейі Михаил Николаев. Бұл суверенитеті мәбілдер дақпытына бейі экономическі хамастарының лақпытына әрі балайнеттен таққар болуыт ден өйяна бастан кедеға келбеді. Ити диетін ұғынлық тұппатаға қайдағыра кіран түргеннің олыққа келдер бі кейден болбыта. Оның бейетін тұла актив түмпіді. Оны кені диетін маңнайғы үлестәтчілерінен 12 үңірілақ бір қоны депутаттар болбыттары. Ол ағана сүй 6-5 нұрыны депутат бар еді. Бұл 12 үңірілақ бір қоны депутат онан аяқты деді ақтақпын. Ити тоғуаннанлаға хамай бір демократизация ағаламық кемігер, ғыласына сағаламық кемігер талылы бұта. Бастықы ұбардар. Народ өйанаты хуқтығы кемігер. Онна беге республика эре болбата хою хүднен маңнайгы альтернативный бывардар болбуттар. Олата көрәкте хилә бывардар. Энегенен жон чулуттан чулута хамай бастыңдара талылыттар. Онан 12 хыңрыла бер коны вет хаста болус күстәгәтә. Беге хака нуротун дагына хака интеллигенциятын хамай сүйеге онна талылдан турар. Элбак бедушей Тегастатын тарихчилер биллер көстөр жоннор талылды уттара. Оны да аттан элбак юристтер килбиттер. Хокон оңо хуторен улахан тухалак болбут биллер көстөр юристтер килбиттер. Оны хастап да улахан эде. Это были первые выборы, которые были проведены на альтернативной основе.
в чем была фишка именно на альтернативной основе. До этого выборы в советский период проходили следующим образом. Ну, это, конечно, был народный праздник, там можно было кое-что прикупить, продукты питания, но в бюллетене стояла только одна кандидатура, которая была согласована вышестоящими партийными органами, потому что существовал определенный, так сказать, определенная пропорция распределения мандатов. Обязательно доярка, обязательно медработник, обязательно токарь, обязательно рабочий угольной промышленности, рабочий алмазной промышленности и так далее. То есть здесь был весь срез общества в Верховном Совете. А вот 12-й созыв, он избирался именно на альтернативной основе, когда любой желающий мог баллотироваться, его мог выдвинуть трудовой коллектив, его могла выдвинуть общественная организация и так далее. И поэтому в Верховном Совете 12-го созыва были очень яркие личности, новые, абсолютно свободно мыслящие и так далее. И я вот чувствовал эту атмосферу, и когда Михаила Ефимовича избрали председателем Верховного Совета, не президиума, а всего Верховного Совета, это было нечто такое новое, да? Bu oyunska okuruktan, obruğunu bolor attatan okurukkan tururludum. Я буквально работал помощником или агитатором, да, ставшего депутатом журналиста Ивана Ушницкого. Я с ним буквально ходили по квартирам, там людей агитировали. Люди очень позитивно воспринимали. Мы были совсем молодые, и вот, рассказывали свою точку зрения. Андрей Хабис Коголябите, Энтур надо день. То это гин, Сурьер таки надо, Телетерки надо, он набу. Бухло сахаталын государственный талонгоруга, суверенитеталыныга, багарал каска бир до колас тибека халын, бир колас бэби таккаран надо день. Каяндаганы турдемин эппитекини, очулуга кини Советский Союз народной депутат это. Антон Собелеспите муллихимин сахатеатра, он прокуратура, он химия станция это. Барта туақтар бұл демократияға сығанақ тәлітелер тұрбыттыр. Же народ бұйбарасты мұтағай, же жинақты бұлдық ағысты кәпсетемет, кем қайдағын бәйті көрдірін, отыр-отыру қағыттарға, отыр-отыру телевизорға, отыр-отыру болусаттарға, көрсүйілерге, арағаны тәрелтелерге барлырыр. Программа бұттын, туақ бағалақ бұттын, бартын кәпсен тұрамыт, талылып бұт. Мы в своих предвыборных программах четко написали, мы должны добиться нового статуса нашей республики. Первое. Мы должны добиться, чтобы все природные ресурсы были в собственности республики. Естественно, налоги должны поступать от них в собственность республики. Мы, значит, четко сказали, что 2 языка должны быть государственные. Саха, русский язык. Значит, мы решили сделать так, чтобы у республики как субъекта появилось свое законодательство. Вот, кстати, парадокс. Якутская Советская Социалистическая Республика есть государство. В Конституции 1978 года так и было написано. И РСФСР, и Якутская Советская Социалистическая Республика есть государство. А что такое государство? Это земля, это территория, это границы, это собственность. Правильно? Законодательство. Но ничего этого у нас, по сути, ну, территория была, на которой мы жили. Слава Богу, ее у нас, значит, хотя иногда некоторые горячие головы пытались перекраивать там, значит, волевым порядком, а все остального ничего не было. И вот поэтому вот в этих вот своих предвыборных программах мы вот эти задачи четко поставили. Народ поддержал. Когда в воздухе, атмосфере политической, общественной, экономической жизни страны Советского Союза послышались и почувствовались вот эти дыхания распада, который произошел в 1991 году, то
как вы, наверное, знаете, помните, Россия объявила о своем суверенитете, выходе, то есть не выходе, а о своем независимости от Советского Союза. Когда как Россия была как бы основой Советского Союза. Вокруг России все-таки собирались союзные республики. Она объявила о своем суверенитете. Кто за то, чтобы в целом принять декларацию, прошу голосовать. Решение принято. И вот и получается, что фактически инициатором развала Советского Союза стала Российская Федерация, которая первой приняла вот такую декларацию. Для нас это был дополнительный аргумент в нашу пользу. Совершенно бесспорно. И я назвал Ельцина, который поддержал, значит, Михаила Ефимовича в этом, но нас поддержали и союзные руководители. И Верховный Совет Советского Союза принял специальный закон о правах автономии. Это тоже нельзя забывать. Когда вы поняли, что Союз разваливается? Я впервые слышал это заявление в начале 90-го года, когда в Москве, будучи председателем Верховного Совета, по должности я был членом президиума Верховного Совета Российской Федерации. Так. И участвуя в заседании президиума Верховного Совета, я был в Старой площади, так, и там поговаривали о модели будущего Союза. И слышал впервые там СНГ. Союз независимых государств. Я тогда не понимал и чувствовал, насторожился, что это не Советский Союз. Раз не Советский Союз, значит, серьезные изменения будут. Вот тогда я начал понимать. 90-й год, и Михаил Ефимович, кажется, уже почувствовал. У него нюх хороший был. И в первых заседаниях президиума он уже сказал, нам надо вот уже новую конституцию, а для того, чтобы конституцию принять, надо скелет сделать, разработать. Это декларации. И мысли вот такие были. Это его мысли, Михаил Ефимович. Декларация нужна для переговоров с Российской Федерацией и Союзом СССР. Что касается декларации, он начал прорабатываться уже с весны, после того, как вот Михаил Ефимович выступил. И в июле месяце, где-то числа 18 мы опубликовали текст проекта декларации в республиканских газетах для всенародного обсуждения. Затем мы проехали всю республику. Я вот лично посетил практически все промышленные районы. И там были дебаты, ой-ой-ой. Значит, но мы умели в то время. Мы никого, ничего не боялись. Вот я вам ответственно говорю. Мы, депутаты Верховного Совета 12-го созыва, никого и ничего не боялись. И мы получили поддержку людей. Мы провели, значит, обсуждение во всех районных, значит, советах народных депутатов, везде. Значит, провели встречи с учеными нашими, значит, и не только. Мы проводили экспертизу, значит, и в Москве, в московских институтах, особенно с правоведами. То есть декларация о государственном суверенитете – это коллективный труд. Но вдохновителем был один человек – Николаев. После этого я был у Михаила Сергеевича Горбачева. Вот второй вопрос, о котором я говорю, я ставил перед ним, о собственности республики. После этого я был у Лукьянова, председателя Верховного Совета, Нишанова,
у Рыжкова, председателя правительства Союза СССР. Со всеми обговаривал. У Хасбулатова, председателя Верховного Совета Российской Федерации. Это было в июне. Июне-июле. А потом, 4 сентября, уже готовым проектом декларации я пошел к Борису Николаевичу Ельцину. Тогда он был председателем Верховного Совета России. Был избран. Рассказал, показал, прошлись постатейно и договорились, что мы примем Верховным Советом своим. А в конце года он прилетит к нам. А как вот Борис Николаевич воспринял? Борис Николаевич воспринял таким образом, что у меня против ни одной статьи нет. Против. Я согласен. Тогда еще никто не рассматривал данный вопрос. А как вам удалось его убедить? Убедить очень просто. Реальная жизнь. Рассказать. Ведь я в выходе же из низов, как говорится. Я знаю, как народ живет. Оғынамарын, қомойық ең политическая ситуация, олық ұғылыбыт, хағаламатақ болған, бейді депутаттар бұд олыққа көрілер олық достуғынанлар еді. Оны бардың бір хүрінден келдеріге Михаиловичке ол хағана тоқты хүрді көріған еді. Оғынамыран кені бәйетін жоғырынан, әпті жоны түмер жоғырынан, жоны күтті жүйді үлелен, бұл депутаттарға сөптен қайысқаны берен, onu gıttı tenge nereye tutugar kiyen öydötörülünü ıdan bu suverenitet tuğunan deklarasyonu John Wopsa juga takıvıtın kendine ıdıldan turur bir konu evetinen. Jeyti dokumen bu tuğaka tığçı tuğusuz tuğan hıllak köyünü ıdıldan turur. Только механизмы, обеспечивающие использование республикой свои природные богатства, создание валютного фонда за счет отчислений валюты, получаемой страной за продажу якутских алмазов, золота, коксующего угля, олова, леса, пушнины и так далее, а также гарантированное обеспечение материально-техническими ресурсами, только это создает предпосылки возрождения якутского села. Это возможно только при установлении четких, равноправных договорных отношений между республикой, как суверенным государством с одной стороны, и Российской Федерацией Союза СССР с другой стороны. Именно целью достижения таких нормальных отношений, равноправного партнерства, где республика сможет участвовать в определении своих судеб сама, принята Декларация о государственном суверенитете Якутской Советской Социалистической Республики, являющейся составной частью Российской Федерации. Вот до 1989 года, я уже упомянул, но год не назвал, республика ничего не получала. В 1993 году мы получили уже 300 миллионов рублей налогов, подчеркиваю. В 1996 уже миллиард 90 миллионов. А в 2001 году уже почти 10. Еще столько же в виде арендной платы от Алросы за сданное ей в аренду, значит, имущество объединения Якут-Алмаз. Вот в 1989 году мы получили 39 миллионов, в 2001 году с аренды 20 миллиардов. Есть разница. Вот и были построены Центр материнства и охраны материнства, да, первый, второй корпуса. Причем эти больницы были оснащены самым в то время современным медицинским оборудованием. Переделали университет. Москву не спрашивали. У нас деньги были. И мы не спрашивали, надо нам развивать, допустим, надо нам строить комплекс, значит, медицинский или не надо. Это наше было решение. В Улусах построили мы сколько современных учебных заведений. В 2 городах высшие учебные заведения, в Нерюнгри и Мирном.
стадионы. Мы ввели около 20 новых специальностей на кафедрах нашего университета. Повторяю, не спрашивали Москву, нам надо для республики вот эти профессии, эти специальности. Мы их вводили. Так мы жили. И, кстати, мы были первыми, кто предложил вот этот вот баланс между субъектами и центром по распределению налогов. Якутия, 3. Мы получили реальные ресурсы для развития социальной сферы. А без этого не может быть реального развития государства. Больше того, мы сказали, что никакие изменения территорий и границ Якутии невозможны без согласия ее народа. Нас за это потом федеральные юристы много раз били, но мы отстояли это. Это должно быть. Наконец мы получили право внешнеэкономических связей. Ни один субъект России этого не имел на тот момент, когда мы это сделали. Бу исторический түген. Народ көрдө биле кайда курдугуты биги республика бут инники кардыны колор бу народ чеген боллаганы, народ дорой боллаганы, народ бете вопростарын барсар боллаганы. Очогоно же сайды бар болуктак. Было создана необходимая инфраструктура культуры. То есть создание системы высшего, то есть художественного образования, высшее образование уже у нас появилось. Создание этих учреждений, которые в помине не было. И театр оперы и балета, и высшая школа музыки, институт, и театры разные, и театр Аланхо, и Мирнинский театр, и Сахафильм, и так далее, они, это же есть оправдание суверенитета и становления государственности. Один из идей, которые я, как министр культуры, выпистовывал и опирался на это культура и искусство в становлении государственности республики в соответствии с становлением государственности России. Принятие 27 сентября, этому, конечно же, предшествовали определенные политические дебаты, споры, важно ли, необходимо ли. До нас приняли декларацию в Татарстане, мы были вторыми. И вообще принятие этого документа некоторые оценивают как некий акт сепаратизма. Я с этим категорически не согласен, поскольку я должен напомнить о том, что 12 июня 1990 года была принята декларация о государственном суверенитете РСФСР, и где Россия заявила о том, что она должна идти своим путем демократии, путем приоритета закона и так далее. И в основе своей декларации о государственном суверенитете Якутии она является документом, который был принят именно в поддержку декларации о государственном суверенитете России. Мы подчеркивали о том, что мы будем развиваться как часть Российской Федерации. И мы подчеркивали о необходимости развития России как федеративного государства. Суверенитет, принятие декларации – это шаг намного вперед было. Намного. Суверенитеттен тылтан локуттан леохтаата дигинен билген конституцияда суверенитеттен тылхуак онтан хомойобун дигинен хебрин да бар болон сөбете огнаматты конечно юхаңы халалта жайытынан ыдыллан калла огнамаран биге все-таки республикой интриен комиссияңа республика бырабын улатыннарга бете жаһаныгытыгар бу кайсканага уйдатын индике дөттөрүгө турарыгар бе турнак тустапын. Суверенитет төданы өйдөбүлө огон индигер. Кени дуата тыына исқона бар бу. 27 сентября, день объявления Декларации о государственном суверенитете Якутии, это уже навсегда праздник в душе. Это
второе событие после 27 апреля, когда сама республика была создана. Вот это как бы вторая республика у нас вот продолжает вот сегодня жить и творить. Да, действительно, на полученные деньги республика неплохо пережила 90-е годы, которые в других регионах достаточно трудные были ситуации. Мы смогли это сделать. Притом сказать, что вот кто-то это сделал, кто сколько мог. Вот так и работали. Декларация о государственном суверенитете нашей республики – это политика, правовой документ, имеющий огромное историческое значение. Понятно, что время идет, оно катится, да, и некоторые документы, они как бы, они в то историческое время были приняты, они выполнили свою задачу, да, и пришли новые люди, новые, так сказать, управленцы, новое поколение, новая элита. Они могут в другом направлении пойти. Но вот такой документ, как декларация, она осталась. И несмотря на то, что она задачу свою выполнила, да, она осталась в века. Вот точно так же вот 200 лет прошло, и сколько, значит, 1800 там, ну да, Степная дума, да, она не так долго просуществовала, да, иркутский губернатор ее потом, значит, закрыл, но она зародила ростки самоосознания у якутов, у якутского народа. И мы до сего времени вспоминаем это, отдаем должное им. Точно так же лет через 100 или 150, вот только другие, вот, и не в этом помещении, будут про декларацию о государственном суверенитете Якутии говорить так же, как мы сегодня говорим. То есть вот видите, какая тема вытекает из вот этого документа. Это моя жизнь. Это венец моей жизни, карьеры. И очень хорошо, что республика отмечает этот день как День государственности нашей республики. Клянусь своей честью и достоинством, что буду добросовестно выполнять обязанности президента Якутской Саха-Республики, соблюдать Конституцию и законы Якутской Саха-Республики, Конституцию и законы Российской Федерации, защищать суверенитет Якутской Саха-Республики, уважать и охранять права человека, гражданина, защищать права и интересы многонационального народа Якутской Саха-Республики,